Сеттин шанам, дадал бажырц ахдурил, машонгутил, муртак лагал лауин. Давай маирен сарды хоржах курен, махинемер анапшармай кавин. 86 лет назад, 25 февраля, в селении Дзомах Дзауского района появился на свет тот, кому судьбой было предначертано хранить и развивать остинский язык. Народный поэт Осетии Шамиль Джикаев. Будущий писатель окончил школу в селе Камбелеевское, Северной Осетии, а после продолжил учебу в Северостинском государственном педагогическом институте на факультете филологии и защитил кандидатскую диссертацию. Работал на радио и телевидении, совмещая с преподавательской деятельностью в Северостинском госуниверситете. Заведовал разными кафедрами, в том числе работал деканом факультета остинской филологии и журналистики. Писать Шамиль Джикаев начал еще в школе. Его первые стихи были опубликованы в сборнике молодых поэтов. В 1964 году была издана первая книга поэта «Совесть». Шамилуди ирестуров хадисон, ирестуров сардахам фарс навди Шамиле нуджа. Шамил кайты хай кана, сайты хай назахта якудата. Заметный след Джикаев оставил и в области художественного перевода. Благодаря его трудам на остинский язык переведены произведения Софокла, Шекспира, Шиллера, Лермонтова и других. Писал стихи и прозу, издавал научные труды, специализировался на фольклоре, истории остинской литературы. Произведения Шамиля Джикаева занесены в школьную программу старших классов. Nairun nevefte literaturen Şamil udis xudsavrotke. Yezderdatan yulteng der agayta yiristunet ime. Rasucht zinot kfettan evet uyin agayta. Enerest zinot kfettan eveden uy agayta yezer. Важно отметить, что Джикаев вел спецкурсы по поэтике, теории стиха и драмы. Он являлся автором десятков монографий и сборников научно-критических статей. Тогда мне жаловался на то, что во многих местах, где наши осетины живут, у них традиции и обычаи разные, и что это со временем будет мешать сплочению нашего осетинского народа. И я с ним был согласен. Тогда Шамиль был прав. Да, эта разность мешает объединению, сплочению нашего народа как одной нации. Шамиль Джикаев был безмерно предан остинскому народу, мечтал дожить до того дня, когда Осетия станет единой. В тяжелые времена для Южной Осетии он громко отстаивал интересы нашей республики, говорил о правах народа, принимал близко к сердцу трагические события. Когда он пришел, я помню, огромный митинг был при стечении десятков тысяч человек. И вот когда вышел на трибуну Шамиль и призвал молодежь республики защитить границы и честь и достоинство народа, то вся молодежь, которая собралась на площади Свободы, она воспряла духом. Жизнь великого поэта трагически оборвалась в 2011 году. Его гибель с болью отозвалась в сердцах соотечественников. Эльвира Тибилова, Айда Кочева, Зарина Таттаева. Информационный выпуск сегодня.